А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Всевышний Аллах в суре Каяма говорит, бисмиллахир рахманир рахим: «Вуджуху йома изин надира, иля раббиха надира». Аят 22 и 23. Сура Каяма. Аят из Корана, не хадис, а аят. Здесь говорится про то, что в судный день, точнее, день после суда, рай, в раю, говорится, будут люди иметь лица сияющие, которые лицезрели иля раббиха, своего Господа. Лица сияющие от взора. Аят 23. То есть речь идет о том, что верующие люди, которые оказались в числе счастливых, которым уготован рай, они увидят Всевышнего Творца и будут сиять, говорится в суре Каяма. 578 страница Корана. Плюс к этому есть хадис пророка, где говорится: «Сятярана рабакум кама тарауна ал-камара лиляталь бадри». Вы в будущем увидите своего Господа, как видите полную луну. Хадис тоже пророка. Есть кто может поспорить, хадис достоверный, недостоверный. Мой шейх сказал, что так-то, но хадис может кто-то опровергнуть, но аят из Корана в суре Каяма, 22 аят и 23, никто не может опровергнуть. Поэтому это факт, что если будет воля Всевышнего Творца, если будет наше желание в этом мире достичь этого, то мы его увидим. Но наше желание зависит от Всевышнего Творца, во-первых, во-вторых, от нас самих. И сейчас, когда мы видим страх людей перед болезнью, перед голодом, люди делают из-за страха разные вещи. И было бы желание такое, вот бы мусульмане так боялись Всевышнего Творца. Но нет. Нет такого страха и нет доверия другу, который, если я буду голодным, он меня накормит. Друг. То есть нет сплоченности, нет такой дружбы, как было у сподвижников, которые черпали знания и нравственность, и жизнь от посланника Аллаха, который являлся примером, алейхиссаляту вассалям. Поэтому здесь невозможно человека только приказом сделать богобоязненным, поэтому я подумал, что в этот день лучше всего мотивировать раем, нежели пугать адом. Хотя мы знаем, что Коран был башир и назир, это радующий и пугающий, или же даже остерегающий. Как и пророк, он и радовал раем, и пугал адом, точнее остерегал. И вот тут уже есть разные слова: пугать и остерегаться, бояться, страшиться, устрашаться. Поэтому в Коране Аллах говорит слово «таква». Есть хауф, в тюркском народе есть это слово хауф, хатырдан сакла говорят. Хауф, хатыр означает страх. А вот таква чуть-чуть другое. То есть, когда мы говорим про то, что нужно бояться Аллаха, люди, наверное, не думают, что Он страшный, поэтому надо бояться. Здесь, конечно, речь совсем о другом страхе. В русском языке его тяжело найти, в арабском это таква, богобоязненность. Поэтому, чтобы была богобоязненность, должна быть соответствующая любовь. Как на примере, как у нас говорят, как я буду смотреть в глаза после этого. Вот это называется богобоязненность. А не потому, что я, если это сделаю, он меня покалечит, он мускулистый, накачан у него, вон сколько орденов, мастер спорта. Это не богобоязненность, это страх. А богобоязненность, я перед ним как буду
лицо в лицо, глаза в глаза, я боюсь. Вот это богобоязненность. И вот поэтому здесь хочу вам рассказать про рай из хадисов. Хадис, где пророк говорит: «Иза кана йоум аль-кияма, вастакара ахлю джанна фил джанна». Когда будет судный день, и райские обитатели будут в раю, уже процесс суда завершен. Вы знаете, есть экзамен в этом мире, экзамен есть еще в могиле, называется перешейка, барзах по-арабски, там тоже есть экзамен, испытание. Судный день, еще одно испытание. Итого у нас 3 испытания. На земле, под землей и еще в судный день. Там тоже будет испытание. Говорят, 50 тысяч лет будет испытание. И вот когда это все завершилось, райские люди, обитатели уже в рай определены, а ахлюннари финнар, обитатели ада определены в ад, все уже, процесс суда завершен. Амар Аллаху Та'аля Джибриль. Всевышний Аллах прикажет ангелу Джабраилю ан яхдур аль-аулия фи мак'ад сидк. Прикажет, чтобы ангел Джабраиль алейхиссалям приготовил аулия, то есть приближенных ко Всевышнему Творцу людей. Фи маджлис. Маджлис-та. Маджлис, конечно, у нас народ привык называть место, где читают Коран и кушают, маджлис. Но маджлис взято от слова джаляса, сидеть. Маджлис означает сидение, то есть собрание, точнее, собрание. И фаяти ахляль джанан валь аулия фи макасирихим. И будут обитатели рая и аулия. Удивительный пророк делит, смотрите. Пророк говорит, обитатели рая и аулия, говорит. Хотя можно подумать, разве аулия не обитатели рая? Это пища на размышление тому, кто любит размышлять по поводу рая. Вот здесь вот один большой вопрос. Они будут в своих дворцах. Поэтому в этом мире в некоторых книгах сказано, нежелательно строить дом больше 2 этажей, дабы не лишиться насып удела в раю. Потому что там будут дома большие, дворцы. Так же, как и мужчинам запрещено золото, потому что в раю это будет. И некоторые элементы, запрещенные в раю, будут разрешенными. Кто в этом мире приступает закон, там уже он лишается. И значит, Всевышний Аллах приказывает ангелу Джабраилю алейхиссалям, чтобы он их привел. «Фаяхруджуна мин кусурихим». Они будут из своих дворцов, обитатели рая и приближенные. Обитатели рая и приближенные выйдут из своих дворцов. «Фаякулу Аллаху Та'аля». И тогда Аллах скажет: «Ма юридуна». Что вы хотите? Что вы желаете? «Фаякулун нурид ва'дака». Мы желаем твой ва'да, обещание. «Мин ру'ятика». Лицезреть тебя. Ты же обещал, мы хотим это выполнить. Точнее, увидеть. В суре Кияма обещание есть, как мы прочитали. И фаюнадихим, и тогда глашатай скажет: «Я ма'ашар аль-аулия валь-ахбаб». Голос скажет: «О собравшиеся приближенные и друзья, любимые, ана раббуль арбаб, я Господь». Фаиза шахиду ваджахуль карим. И вот Всевышний будет, как это, конечно, мы и понять не можем, но говорится, что лицезреть будут. И говорится, что, увидев Всевышнего Творца, люди падут ниц, совершая зимний поклон, саджда. И тогда Всевышний Аллах скажет:
«Ирфа'у руусякум» – поднимите свои головы и посмотрите на своего любимого. Вот сегодняшний день как раз вот кто кого любит, идет, соответственно, туда. То есть пятница, величайший день, выше, чем Курбан и Рамадан, все идут в мечеть, потому что джумга выше. Все идут, чтобы выполнить обязательные предписания и выполнить подарок, который будет в субботу после захода солнца. Это будет Ми'радж. Подарок называется намаз. Намаз был подарен в Ми'радж. И завтра у нас после вечернего намаза будет мероприятие. Сделаем багаз, насихат и намаз совершим коллективно. Дуа сделаем, чтобы исцелились те, кто заболел. А те, кто здоров, чтобы продолжал улучшать свое здоровье. И таким образом здесь описывается подробно, как все будет происходить. Но я хочу перекинуться на тему уровня рая. Ведь в раю будет 8 уровней. И вот первый из них называется Даруль Джаляль. Почему я решил именно уровни рассказать? Потому что у кого не спроси, все говорят, Фирдаус самый высокий уровень рая. Вот поэтому сейчас вы заметите, что Фирдаус не самый высокий уровень рая. Самый первый уровень рая называется Даруль Джаляль. Мин лю'лю'иль абьяд. Он создан из белого жемчуга. Это уровень первый рая, то есть самый минимальный уровень для тех, кто верил во Всевышнего Творца. Намаз читал, не читал, но верил. Для него минимальный уровень рая получается белый жемчуг состоит, рай. Вафаниха даруссалям. Второй уровень рая называется даруссалям. Салям, то есть мир. Он создан из якут ахмар, из красного яхонта. Как видите, уже свойства, качества уже выше. Потому что уровень второй, уже красный яхонт. Рай называется салям. Вафалихуха джанатуль ма'уа. Третий называется ма'уа. Он состоит из зубарджат ахдар, из зеленого хризолита. Это уровень третий. Кому будет суждено попасть в третий уровень, это зеленый хризолит. Урабиуха джаннатуль хульт. Четвертый называется джаннатуль хульт. Хульт как халид, вечность. Он состоит из марджан асфар, из желтого коралла. Это четвертый уровень рая, желтый коралл. Хамисуха, пятый рай, называется наим. Даже слышим некоторых имена есть такие наим. Это название рая пятый уровень. Он состоит из филза байда. Белое серебро. Из белого серебра состоит пятый уровень рая. Называется наим. И шестое самый известный, это Джаннатуль Фирдаус. Как заметили, это не самый высокий. Фирдаус только шестой. Он создан из Захаб Ахмар, красное золото. Кто видел красное золото? Вот это составляющие рая под названием Фирдаус. Это уровень только шестой. Есть седьмой, называется Джаннату Аден. Аден называется. Это есть в суре Байина. Начинается «Лям якунни ладина кафару», начинается сура. И в конце есть это слово. Название шестого уровня рая Аден. Он состоит из дурру абьяд, из белого жемчуга. Но отличается от первого уровня. Там тоже белый жемчуг, здесь тоже. Но это мощнее. И восьмое называется Даруль Карар. Вот восьмой называется, это для пророков, для посланников называется Карар. Это восьмой. Итого Джаляль первый, второй Салям, третий Ма'уа,
4 Хульт, 5 Нараим, 6 Фирдеус, 7 Раден и 8 это Карар. Также говорится в хадисе, что самый минимальный обитатель рая, самый минимальный, кто верил в Аллаха, но не знал, где находится мечеть. Есть такие мусульмане у нас, они верят в Аллаха, у них есть эмблемы в автомобилях, что он мусульманин, у них есть четкий таспих. Видно, наверное, мусульманин. Если он действительно мусульманин, если он действительно верующий, то для него в раю эдне, минимальный манзиля, минимальный уровень, минимальное положение такое, что у него 1 000 000 слуг будет миналь вильдан. Вильдан – это слуги, это минимальный его. У него будет кони из якута ахмар, из красного яхонта. Для этих коней будет аджинаха мин захабин, крылья будут из золота. И акрамахум индаллах, и, конечно, самый превосходный из людей, оказавшихся в раю, самый почтеннейший, это ман янзуру иля ваджхихил карим, кто увидит Творца букратан ва ашиян, кто увидит и днем, и ночью. Это самый лучший подарок — видеть Всевышнего Творца, и, надеюсь, это нам будет суждено.